Аверин Даниил и Ведерников Иван. Представляем работу ели как об обрядовом дереве удмуртов. Ель – основная лесообразующая порода нашего края. Народ, издавна живущий на территории Удмуртии, выработал свое отношение к этому дереву. Поэтому целью нашей работы явилось выяснение роли ели как обрядового дерева. Мы выдвинули такую гипотезу: если люди будут чтить свои обычаи предков, то они будут бережно относиться к природе. С глубокой древности у европейских народов, германских, финно-угорских, славян, вечно зеленые деревья символизировали вечную жизнь, бессмертие. Посмотрите, как красиво ель на улице нашего города. Наши предки жили в тесной гармонии с природой. Природные явления и отдельные природные объекты являлись частью целостной мифологической картины мира. Культ дерева существовал у финно-угров, славян, прибалтийских народов и народов Сибири. Однако в Удмуртии входит число тех немногих регионов, где природно-культовые объекты, связанные с традиционными мирами народа, сохранились до сих пор. Как и у многих народов, модель мира представлялась удмуртам в виде мирового дерева, которое было связующим звеном между миром предков, земным миром, живых и высшими божествами. Много владыкин считают, что в качестве мирового дерева у удмуртов могли выступать ель, береза или сосна. Эти деревья ассоциировались с триадой верховных божеств: Ильмар сосна, Кылдасин береза, Квась ель. Кесские краеведы считают, что среди всех существ языческой мифологии местные удмурты больше всего посчитали Нулисмурта, хозяина леса. Именно он, согласно их верованиям, следит за поведением и численностью зверей и птиц в лесу. Охотникам Нулисмурт посылает добычу, скотине корм, войску помогает одержать победу. А живет Нулисмурт под высокой елью. На этом слайде мы под еловым шатром укрывались от жарких солнечных лучей во время исследований окрестностей деревни Карасева. По дороге к источнику, к югу от деревни Карасева, возвышаются высокие ели. За ними виден луг. Местные жители вспоминают, что раньше здесь справляли обряд Зазигвандани. По рассказам Сидоровой Зинаиды Михайловны и Уткиной Галины Васильевны, деревенские жители на этом месте недалеко от родника резали гусей, варили каши и приносили подарки Квазю, богу погоды. Кости жертвенных животных оставляли под елями. Языческие объекты поклонения силам природы трепетно оберегались населением. Их можно считать первыми заповедниками. В последние десятилетия XX века молодое поколение уже не знало обычаев дедов, и закон почитания и сохранения природных объектов потерял свою силу. В 2003 году общественная организация «Шугы» реализовала проект «Сохраним вековые деревья», целью которого было выявление и описание достопримечательных деревьев столетнего и более возраста, произрастающих на территории нашей республики. Участники исследований пришли к выводу о необходимости охраны наиболее ценных объектов и наделения статусом памятников природы. Однако, по мнению ученых, эти меры не принесут желаемого результата, если каждый отдельно взятый гражданин не будет осознавать всю значимость священных рощ, вековых деревьев, природы в целом. И только от уровня нашей экологической культуры зависит, сохраним ли мы окружающий мир. Прошлой зимой мы побывали в экскурсии в еловом лесу и познакомились с жизнью его обитателей. Этот удивительный мир требует к себе бережного отношения. Возможно, выявление и объявление заповедными природных объектов, почитаемых нашими предками, может наладить работу по охране природы в целом, включая как природные, так и археологические, исторические и культурные памятники нашего города. Спасибо за внимание.